Здравствуйте, вы смотрите программу LoveZone на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий. Все вы знаете, что 23 декабря будет отмечаться 29-я годовщина со дня принятия парламентом Республики Молдова закона об особо-правовом статусе автономии. О том, к чему пришла Гагаузия за эти 29 лет обретения своего статуса, сегодня мы поговорим с нашими гостями в студии информационного портала LoveMD, с Николаем Терзи, представителем Гагаузской общины Республики Молдова, и Александром Тарнавским, заместителем председателя Народного собрания Гагаузии. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну, буквально вот завтра, 23 декабря, и в Гагаузии будет отмечаться очередная дата со дня принятия закона об особо-правовом статусе. И естественно, что политический контекст, в котором находится Гагаузия, является одним из моментов к обсуждению, но сперва бы хотелось начать с того, услышать ваше мнение, к чему пришла гагаузская автономия со дня принятия этого закона, если можно, какие-то, на ваш взгляд, положительные и, может быть, и отрицательные моменты. Николай Петрович? Ну, потому что ваше мнение нам, наверное, будет более ценным, потому что если другие наши политики, депутаты, общественные деятели имеют часто высказываться возможность на местных площадках по событиям в Гагаузии, то ваше мнение, редко. Но вы со стороны центра, может быть, видите все чуть по-другому, чем мы здесь воспринимаем на местном уровне. Поэтому будет ценно ваше мнение. Спасибо. Я, со стороны центра, я скажу, что зачастую мне приходится отбиваться за некоторые действия некоторых должностных лиц отсюда, с Камрата, хотя я там говорю, что я не имею отношения ни к властным структурам камрадским, не могу влиять на решение, но иногда приходится мне там отбиваться, тем более эта тема мне знакомая, потому что в 90-е годы я здесь функционировал, и только после того, как были первые выборы первого Вашкана, и меня перевели в Кишинев. Значит, вот эту болезненную стадию тогда, 90-х годов, я с первой минуты до последней я был здесь, видел, какие усилия были предпринимались тогда для того, чтобы разрешить этот конфликт, который был на грани горячей фазы, я могу вам это уверенно сказать, и чудом, с Божьей помощью, нам тогда удалось этот конфликт удержать в таком, на пограничном русле, и в 1994 году, как мы говорили, 23 декабря, был принят этот закон. Был ли этот закон идеальный? Конечно, он не был идеальный. Я до сих пор вспоминаю слова председателя комиссии со стороны Кишинева Иона Унгуряну, когда он здесь в Камрате, мы такой уже приватной беседе, он сказал: ребята, вы думаете, это счастье? Это вам будет долго аукаться, говорит, потому что закон, во-первых, не идеален, и во-вторых, он тогда сказал, говорит, а во-вторых, если простой район, за тебя думает центр, а если автономия, вы сами должны каждый день думать о своем территориальном образовании. Вот тогда это первый сигнал был о том, что мы должны работать каждый день. К сожалению, получилось так, как получилось. Мы в эйфории от того, что наконец-то закон был принят, уже решили, что все остальное будет нам приходить со стороны. Да, ход событий показал много положительных примеров по развитию, с моей точки зрения, по развитию автономии, но и выявил очень много тех проблем, которые мы, к сожалению, до сих пор не сделали. Я коротко только приведу один пример, когда в 2015 году создавалась первая совместная комиссия. Я был с той стороны, как один из инициаторов создания этой совместной комиссии. Я был как эксперт.
приглашен. И когда я изучил ситуацию, так вот уже в 2015 году я тогда на первом заседании сказал, что, уважаемые господа, 80% того, что вынесли на рассмотрение, ну, зависит почти практически только от стороны Камрата. Только 15% вопросов зависят от Кишинева. Почему мы за столько времени существования автономии эти 80, ну пусть невозможно эти 80 все решить, мы не сделали. Но получилось так, что на следующих комиссиях меня уже экспертом не приглашали. Вы говорите о рабочей группе парламента Народного собрания. Александр Григорьевич, вот если мы говорим, как-то несколько дней назад мы с вами встречались чуть в другом формате, я вам задавал этот же вопрос, но сейчас как бы больше тема посвящена нашему закону об особом статусе. На ваш взгляд, что было положительного и что отрицательного за эти 29 лет, как был принят закон об особом статусе? Да, здравствуйте. Во-первых, хочу вас поблагодарить за этот формат, за возможность встретиться с Николаем Петровичем. Это один из ярких представителей Гагаузии, и ученый человек, и имеющий опыт работы в органах безопасности, и просто человек со своим мнением, которое мне во многом очень близко. И я вообще считаю, что вот сейчас очень сложное время мы переживаем в гагаузской автономии. Возможно, его можно сравнить с теми годами, которые Николай Петрович вспоминал. Ну, конечно, не прямо в том контексте, но я имею в виду в той изоляции, которая оказалась в Гагаузии. И очень мало, по моему мнению, представителей гражданского общества, людей, которые имеют активную позицию, которые имеют влияние на людей, очень мало в Гагаузии этих высказываний. И получается, что сейчас, когда мы находимся вот на этом изломе, потому что часть общества считает, что в Гагаузии, после выборов в Гагаузии, скоро наступит благоденствие и неиссякаемый поток инвестиций. Другая часть общества, к которой отношусь и я, считает, что эта беда пришла к нам в автономию, и мы находимся и в дипломатической, и в правовой изоляции, и диалог с Кишиневым находится на одном из самых низких уровней за этих 29 лет. Поэтому очень важно услышать мнение вот таких людей, чтобы понять, насколько ты прав, насколько объективна твоя позиция. В отношении достижений, конечно, во-первых, начнем о гагаузской автономии. Ну, во-первых, это был признан Советом Европы как один из примеров разрешения межэтнического конфликта. И мне кажется, что в Гагаузии были созданы все предпосылки для создания политэтнического общества. И если говорить с точки зрения моего образования, финансов, то мне кажется, что Гагаузия, как регион Республики Молдова, одна из самых продвинутых со стороны Кишинева в части децентрализации финансов, потому что только в автономии остаются общегосударственные налоги в 100% размере. Теперь в отношении сложностей или рисков, которые есть, я уже сказал о том риске, который мы переживаем именно вот в эту минуту. Но самое главное, мне кажется, что в Гагаузии вот за эти 29 лет действительно не сформировалась идея гагаузской автономии. С правовой точки зрения, мне кажется, что мы не до конца были настойчивы в том, чтобы закон о статусе Гагаузии был имплементирован в конституционную русло и принял правовую форму не как органический закон обыкновенный, а все-таки как конституционный закон или закон с особым статусом, по примеру европейских автономий. Что касается самой идеи гагаузской автономии, сохранения аутентичности, культуры, языка, то, конечно, те люди, которые действительно любят гагаузский язык, которые им профессионально занимаются, они делают вывод о том, что гагаузский язык деградирует, и парадоксально, что по отношению к 29 годам, которые прошли, гагаузский язык, несмотря на все вот эти финансовые возможности автономии, находится в более плохом состоянии, чем это было на заре автономии. И, наверное, вот чисто мой субъективный взгляд, что руководство Гагаузии вот на заре ее становления, это действительно люди представляли
народовластия. Это действительно люди были бескорыстные, горящие идеей гагаузской автономии. К сожалению, по прошествии лет власть Гагаузии коммерциализовала этот проект гагаузской автономии. И перефразируя слова Степана Михайловича, который вопрошал, да, не говори, что Гагаузия сделала для тебя, что ты сделал для Гагаузии, то наше руководство Гагаузии, особенно в последнее время, оно все-таки начало представлять себя, что не они для гагаузского общества, для гагаузской автономии, а гагаузская автономия создана для них и для улучшения качества жизни лично их. Николай Петрович, вы были у истоков создания тогда Гагаузской республики и в дальнейшем, вот как вы упомянули, участвовали в процессах, когда обсуждался закон об особо правовом статусе. И там, ну, возможно, что я как бы не все помню так детально, потому что мне было не так много лет в те годы. Но из того, что мы видим из истории, понимаем, что гагаузский народ имел какую-то идею, он выходил на митинги, он защищал, ну, как бы свою культуру, возможно, государственность. И сегодня, вот как отметил и Александр Григорьевич о том, что, ну, я бы назвал так чуть мягко, это что есть определенный кризис, потому что сегодня гагаузское общество разделено в силу разных обстоятельств, в том числе одна из основных причин, которую обозначил господин Тарнавский, это коммерциализация политического класса и всего, что происходит в автономии. Но, на ваш взгляд, есть ли еще какие-либо причины, почему гагаузы не могут сегодня иметь какую-то общую идею для того, чтобы автономию строить в том числе на тех принципах, как она закладывалась, к тому же сохранению гагаузского языка и культуры? Потому что, да, мы сегодня можем много говорить о том, что там власти пытаются делать, но на самом деле мы все знаем истинную причину, и когда сегодня вот в Кишиневе, в том числе и благодаря там инициативам некоторых представителей гагаузского народа и вашей, там начинают изучать гагаузский язык, потому что о нем не знают. Мы знаем, что в Украину Гагаузия не отправляет практически последние годы никакой литературы гагаузам, не говоря уже о том, что гагаузам, проживающим там в Болгарии или в Греции. Что послужило тому, чтобы мы оказались в таком положении? Ну, я уже говорил, что, во-первых, я хотел бы сказать, что в 90-е годы я здесь специфическую роль выполнял, как бы со стороны, но одновременно как гагауз я был очень горячий сторонник или участник тех событий, параллельно тому, что я выполнял плюс еще и службу по недопущению горячей фазы, которая здесь происходила. Но давайте в любом так. случае вы были участником этих Да, процессов, я был участником. о том, с какой стороны Конечно, вы и какие идеи тогда конечно. Когда мне говорят, вот мероприятия, которые я с февраля 89 года здесь работал, и говорят, мероприятия, которые проводили общественные организации, гагаузские, халхы и так далее, я везде присутствовал. Когда мне спрашивают, вот когда хотели сжечь райотдел полиции, мол, что-то не то, я описывал в одном своем выступлении, я говорю, не надо, я до последнего был в райотделе полиции. Поэтому, ну а потом в 2008 году ко мне подошел в Кишиневе известный наш Куроглу, царство небесное, да, Степан Степанович, Болгар и еще ряд наших представителей интеллигенции сказали, Николай Петрович, давайте подключайтесь уже в другом амплуа, так как вы уже с той работы ушли, давайте подключаться. И вот я с 2008 года активно работаю в этом направлении. Ну, в Кишиневе, не здесь, конечно. И я хочу сказать, что мы добились, почему вот добились сегодняшнего положения. Ну, я уже упомянул, потому что, во-первых, закон был несовершенный с самого начала, это раз. Второе, и об этом, кстати, указывали и европейские структуры, у нас есть мнение по праву Венецианской комиссии, об этом уже говорили много раз и так далее, вот. И, правда, я когда встречался с ними, там уже в Кишиневе, они говорят, ну мы вот дали, но дальше вы должны проводить такую работу. Они имели в виду, что Комрат должен более активно работать по добиванию, чтобы мнение Венецианской комиссии вошло
в жизнь. И таким образом, если бы тогда прислушались, если работали бы по внедрению мнения Венецианской комиссии, ну, не было бы таких моментов. Одно из шагов тогда было вот создание вот этих комиссий, межпарламентских комиссий. Это тоже выходило из этого. Но, увы, я первоначально, если я относился достаточно критично к тому, что вот нововведение совместной комиссии, потом, в принципе, я поменял мнение и сказал, что любая площадка для диалога, вот она очень полезна, и поэтому я сейчас отрицательно отношусь к тому, что прерываются или приостанавливаются связи, или же работа этой межпарламентской группы. Значит, что трудности другие, почему мы находимся? Когда в 2015 году дали мы тогда циркуляр по министерствам центральным в Кишиневе, чтобы они высказали свое мнение об автономии, практически все министерства, в том числе и Генеральная прокуратура, центральная, высказали отрицательное свое отношение к гагаузской автономии. Это тоже необходимо надо было учитывать конкретно. Ну и с другой стороны, я бы не хотел бы, чтобы сегодня драматизировали ситуацию. Почему? Скажу. У нас, может кто-то знает, может мало знает, 3 раза за время существования гагаузской автономия была окружена спецподразделениями силовых структур Республики Молдова. Когда? Ну, 90-е годы все знают. Потом у нас, когда господин Воронин менял Крой-Тора, а потом, когда проводили референдум в 2014 году. Сейчас, слава богу, этого нету, поэтому я призываю не драматизировать ситуацию, искать какие-то другие, что ли, подходы для того, чтобы налаживать контакт с центром. И при том, я, когда говорю об этом, я не имею в виду только, чтобы здесь, но и в центре должны быть силы здравомыслящие, которые бы имели позицию по налаживанию контактов со своей территорией. Республика Гагаузия, автономное территориальное образование входит в Гагаузию. Вы подняли очень важный момент по поводу каких-то действий, которые всегда ставят Гагаузию в положении, давайте сейчас используем такой термин, когда Кишинев смотрит на автономию как на сепаратистский регион, да? Мы понимаем, что такие основания или моменты у Кишинева имеют право быть. Вы являетесь, давайте признаем, экспертом в области такой безопасности национальной. И на ваш взгляд, почему Гагаузия всегда используется или становится предметом для такого взгляда со стороны Кишинева? Потому что на постсоветском пространстве, мы знаем, есть много конфликтов. Да? В Молдове это Приднестровье, Гагаузия вопрос решился частично, но есть и Карабах, и другие точки, где природа конфликтов примерно одинаковая. Да, у них было разное содержание, были разные причины их возникновения, но в принципе это те точки, которые являются горячими, как принято называть там в геополитической науке. И на ваш взгляд, почему Гагаузия до сих пор? Потому что мы видим, что сегодня используется, может быть, некоторыми внешними силами, а в большинстве случаев какими-то внутренними силами, которые пытаются себя найти в молдавской политике для того, чтобы использовать Гагаузию как дестабилизирующий фактор во взаимоотношениях с кишиневской властью. И почему вы, на ваш взгляд, Гагаузия позволяет себя использовать в этой части? Вот смотрите. Извините за такое слово, но по-другому не получается выразить мысль. Вот Совет Европы в прошлом году и в этом году изучает ситуацию по работе центра с национальными меньшинствами, не только гагаузской автономии, и другими национальными меньшинствами. И
Одна из рекомендаций к центральным властям из лексикона убрать этот термин «сепаратисты». Но некоторые персонажи с центральной власти заменили его пятой колонной словом. Понимаете? Что можно говорить? Можно сказать, что наше общество молдавское, оно еще не совсем зрелое, чтобы понимать, что существует автономия не только здесь, в Республике Молдова, они существуют и в Европе. Окей, но давайте посмотрим. Вот есть соседний с Гагаузией Тараклийский район, где живут компактно болгары. Они не обладают автономией, как Гагаузия, но мы не видим, чтобы болгар противоставляли молдавскому обществу, потому что они не дают повод, давайте признаем. То есть они не дают повод, их не называют сепаратистами. И может быть кому-то сейчас покажется, что я говорю какие-то обидные вещи, но ведь болгары более интегрированы в молдавское общество, чем гагаузы. Тоже в силу разных обстоятельств. А может быть каких-то национальных качеств, может быть у них среда другая, но мы живем рядом. То есть у них экономическая ситуация она не лучше, чем в автономии. Почему же гагаузы всегда дают повод на протяжении уже стольких лет, чтобы к ним так относились, да? Но потому что, соответственно, если бы мы не давали повод, у Кишинева не было бы столько оснований как бы использовать разную терминологию от сепаратистов до пятой колонны. Вы знаете, это очень такой объемный вопрос. Я имею на это еще с 90-х годов, когда Центр сделал ставку на болгар, ну, в хорошем смысле слова, болгарское население, давайте так, чтобы оторвать их от гагаузов, чтобы они не создавали совместную автономию. Мы это помним прекрасно. И это было не совсем безвозмездно. Если я еще раз говорю, это тогда не было у нас в Кишиневе столько постов, которые были бы у представителей гагаузской национальности, а у представителей болгарской национальности они были. И притом довольно высокие, которые имели влияние на болгарское население здесь. И тогда получилось то, что получилось. Если я прекрасно помню наше совместное заседание в Кангазе. В Кангазе было заседание, когда представители болгарской интеллигенции открытым текстом обратились к своим делегатам и сказали: зачем нам это надо? Мы имеем то, что гагаузы не имеют. Мы не должны забыть, что к 90-му году или 89-му году гагаузы по уровню образования были на предпоследнем месте. В то время, когда болгары были на одних из первых. Так сложилось исторически. Поэтому у гагаузов от перемен появилась своего рода эйфорическая надежда на сильный рывок, ожидание, что вот сейчас, особенно когда приняли закон о гагаузерии, вот сейчас мы сразу стали страной чудес. А оно оказалось, что надо работать, оно оказалось, что надо пахать. Когда лет 15 назад я обратился и сказал, что, уважаемые мои гагаузы, надо сейчас работать интеллектуально, каждый день, на то, чтобы направлять свои усилия на то, чтобы утверждать автономию. Для чего мы ее утверждали? Я тогда даже говорил, что это в некотором роде, так условно, пилоны гагаузской автономии. Это в первую очередь это язык, культура, образование. Во втором это вера. И экономика, само собой. Я тогда говорил, экономика у нас, хотим мы не хотим, будем заниматься экономикой. Потому что в Кагульском районе тоже занимаются этими же вопросами. В Хинчевском районе, Хинчевском районе тоже занимаются. Но у нас должно быть направлены наши усилия на язык, на то, чтобы язык
преподавался в школах, или обучение можно в каких-то классах перевести, в начальных классах перевести. Есть и исторические примеры, и Ирландию я приводил, и Объединенные Арабские Эмираты приводил, как они вышли из ситуации, вот, и культура, вот, и язык, использование языка. Не только используют язык в узком кругу, а в обществе, в структурах государственной власти его используют. И я уже не один раз обращался к церковному нашему обществу и к руководству. Мои есть обращения, чтобы сделать здесь гагаузскую отдельную епархию. Но вот эти вещи у нас постоянно выпадали из повестки дня наших руководителей, а у людей ожидания. А люди, когда в 90-м году поднялись все как один на создание автономии, вот эти вещи на слуху были, что мы должны вот эти вещи сделать. А потом пошло разочарование. А когда идет такие процессы, соответственно, и появляются у нас политики, которые необоснованные обещания дают, и, соответственно, накапливается в обществе какой-то негатив, и оно вот трансформируется в то, что к нам начинает относиться по-другому. Меня спрашивают в Кишиневе, что вам еще гагаузам надо? У вас есть автономия, развивайте его и делайте его. Александр Григорьевич, вот те процессы, которые происходят в Гагаузии, и результаты того, что мы получили вот на данный момент, это политическая и дипломатическая изоляция. Хотя вот за 29 лет неоднократно были разные площадки, где в том числе и обсуждался закон об особо-правовом статусе, были неоднократные рекомендации со стороны европейских структур, Венецианской комиссии. В том числе вот с 2015 года работала площадка переговорная между Народным собранием и парламентом. Ну, были разные периоды, где успешнее, где менее успешно. Но ведь до сих пор закон об особо-правовом статусе остался в той же форме, в какой он был. Является ли этому причиной смена политических настроений в Гагаузии? Потому что мы имеем раз в 2 года выборы в Народное собрание или Башкана Гагаузии. То есть вот процессы, и когда после того, как сбился вот этот курс того, что были выборы Народного собрания и Башкана совместно, то после вот определенных событий этот цикл был сломан, и сегодня получается, что как будто у нас 2 разных политических курса с 2 ветвями власти, потому что Народное собрание приходит на одном настроении, через 2 года выборы Башкана чуть на другом настроении. Это повлияло на все то, что сегодня вот есть определенные вопросы с полномочиями, есть определенные вопросы с политическим диалогом. Что только ли причина в последних выборах? Мы же понимаем, что последние выборы это был таким катализатором, который просто активизировал какой-то процесс, но явно, что это не было основным причиной и мотивом, почему мы пришли к этой ситуации. Вы знаете, по моему мнению, у нас есть проблемы в самой избирательной системе в Гагаузии. Действительно, сменяемость власти, она в том числе мешает сфокусироваться на главных вызовах с правовой точки зрения для автономии, а именно конституционность закона или включение ключевых его положений в Конституцию. То, что Николай Петрович ссылался на мнение Венецианской комиссии, оно, в принципе, так и тогда было представлено. Вы знаете, вот эта система избрания депутатов Народного собрания, которая заложена в закон 1994 года, она, по моему мнению, себя изжила. И вот эта норма о том, что каждый населенный пункт должен иметь своего представителя, получается, что у нас имеет разный депутат, который избирается в Народное собрание, разное, очень значительные отличия в количестве голосов. Это первое. Здесь встает и вопрос легитимности этого депутата. И второе, вот это избрание депутатов от каждого населенного пункта, в том числе небольшого, накладывает на него обязательства перед этим населенным пунктом. И для многих депутатов деятельность в Народном собрании в основном связана, по их мнению, с тем,
что ожидают избиратели? То есть помогать этому населенному пункту развиваться. В принципе, в этом плохого ничего нет, но это все-таки функции исполнительной власти. И депутат Народного собрания все-таки функции по представлению себя как депутата Гагаузии, а не соответственно соответствующего населенного пункта, вот теряется вот этот смысл в сфокусировании на основных проблемах гагаузской автономии. К сожалению, реформа избирательной системы в Гагаузии, она блокируется, потому что, соответственно, те депутаты, которые избираются от каждых населенных пунктов, они не хотят в будущем лишать свои населенные пункты представительства в Народном собрании. Поэтому закон об особом правовом статусе Гагаузии, он должен эволюционироваться. Они хотят лишать этого права населенный пункт или лишать этого права себя? Потому что давайте называть вещи своими именами, потому что есть депутаты, которые практически во всех созывах. Я в данном случае не хочу никого обвинить, я просто говорю стратегически об избирательной системе. Что касается избрания высшего представителя гагаузского народа, главы Гагаузии, то здесь тоже очень сложные процессы, особенно последние избирательные кампании показали, что не самые талантливые представители этой гагаузской земли становятся лицом гагаузского народа. То есть эти выборы превращаются тоже в коммерческие проекты, и не имплементация избирательных структур Гагаузии в Республику Молдова приводила к тому, что у нас выборы и продлевались на несколько часов для того, чтобы была явка. Но последние выборы просто стали прецедентом, я думаю, вообще для европейского права. Поэтому вы правы в своем вопросе, что мешает вот эти проблемы сфокусирования на стратегических проблемах. И еще один важный момент, на котором я хочу отметить. Вот в Республике Молдова с 2009 года к власти пришли люди, которые стремятся к европейской интеграции. Может, я не буду анализировать период до этого, потому что с 2012 года являюсь депутатом и, в принципе, не могу говорить о том, чего не прочувствовал, на самом деле. И в Гагаузии, где население настроено не в пользу европейской интеграции, сейчас мы не будем уходить в историю, почему так получилось, но получается, что политики в Камрате строят свою политическую карьеру на противопоставлении с политикой официального Кишинева. Официальный Кишинев с электоральной точки зрения тоже невыгодно решать проблемы гагаузской автономии, потому что их избиратель не здесь, вот так если говорить просто. И получается, что и Кишиневу, и Камрату, политической элиты, выгодно вот это противопоставление друг другу, и в этой борьбе теряется вообще смысл развития гагаузской автономии как автономного образования в составе унитарного государства. Вот эти электоральные предпочтения, они очень мешают. И в Гагаузии процветает среди политической элиты мысль, что во всем виноват Кишинев. То есть практически нет никакой самокритичности, и все, что плохо во взаимоотношениях между Камратом и Кишиневым, мы никогда не смотрим в зеркало, мы сразу говорим, что Кишинев. Вот поэтому эти нарративы, они привели к тому, что здесь даже элемент ненависти есть, например, к действующему президенту страны, и он воспитывается здесь внутри нас. А с приходом новой власти они пошли еще дальше, потому что выявили самые болевые точки среди населения. Это стоимость газа, низкие пенсии, проблемы детства. И давая несбыточные обещания, потом апеллируют к Кишиневу, который, мол, и виноват в том, что это все не исполняется, еще больше повышая градус недружелюбности жителей Гагаузии к Кишиневу. Но необходимо быть искренним и сказать, что я лично большего ожидаю и от Кишинева на самом деле, потому что вообще история так складывается, что любая автономия стремится к большей самостоятельности и децентрализации, любое унитарное государство, наоборот, стремится к большей централизации. Это философия взаимоотношений. И на самом деле все эти вопросы нужно решать цивилизованно путем диалога. Поэтому я намного больше ожидаю от Кишинева, потому что, вспоминая одну из самых известных библейских историй, когда пастух теряет овцу, он бросает все стадо многосотенное
и ищет эту заблудшую овцу, чтобы вернуть ее в стадо, и радуется, когда это у него получается, больше тому, что сохранено все стадо. Да? Вот я вот через эту притчу хочу сказать, что для Кишинева, даже если в Гагаузии какие-то есть сложности, да, есть недопонимание европейской интеграции, преимущества этих процессов, очень важно уделять сюда внимание, не абстрагироваться от этих проблем, потому что, к сожалению, даже среди руководства Республики Молдова я лично слышал этот нарратив, что вы там выбрали госпожу Гуцу, вы разбираетесь. Так не получится. Александр Николаевич, вот это вы не говорите государственный подход. о том, что обозначать один из нарративов, который в гагаузском обществе, в медийном пространстве определенном продвигается, о том, что в Гагаузии не согласны с европейской интеграцией. Но я знаю, что вчера, по-моему, буквально в Кангасе проходил круглый стол, где участвовали предприниматели из автономии, в том числе участвовали и сотрудники администрации президента, где говорили о перспективах европейской интеграции. И вот здесь у меня возникает вопрос, если уже предприниматели об этом обсуждают открыто в автономии, может быть, у населения другие взгляды, не стоит обращать внимание на те нарративы, которые продвигают определенные политики или там, люди, которые себя называют патриотами на определенных общественных площадках. Может быть, в автономии стоит говорить о том, что, может быть, нужно было проводить какой-то информационный референдум, может быть, на уровне Гагаузии, который бы власть автономии сама бы смогла организовать и понять, каковы же реальные настроения жителей Гагаузии. Но у меня вот в этой связи, Николай Петрович, вопрос. Вот гагаузы, которые живут не в Гагаузии, вы не можете участвовать в выборах, которые происходят в автономии. Если вернуться к последним выборам главы автономии, вот какое у вас представление об этом избирательном процессе? Потому что я уверен в том, что гагаузы в Кишиневе и в других частях страны наблюдали за этими процессами и достаточно активно, но в то же время вы не могли принимать участие в процессе голосования. Как вам увиделась эта избирательная кампания и в том числе ее результаты? Если быть откровенными, из того, что вы получили. Если быть откровенным, во-первых, я разделяю мнение Александра Григорьевича в отношении того, что только он сказал. Да, действительно, и центр не всегда, и не то, что не всегда, а вот непоследовательно также поступает по отношению к гагаузской автономии. Как гагаузская автономия по отношению оценки усилий центра. Я вспоминаю, когда я когда-то был в очень хороших отношениях с Филатом, и когда он пошел, его партия пошла вперед, думаю, давай, Влад, в Гагаузии хорошую такую самую, и начнем работать с народом, чтобы они тоже повернулись от коммунистов, говорю, чтобы они, вот, он сказал, мне это не интересно с партийной точки зрения, там 4% будет и все. Я его там в других местах, где мой электорат, тогда да. И в связи с этим вот я всегда выступал и буду выступать о том, что на наших, я коротко постараюсь, на наших здесь выборах, чтобы ограничить роль центральных властей. Я тогда... Властей или политических партий? Политические партии, пардон, да, я извиняюсь. Я спрашивал и партию ШОР, и партию... Вот сейчас социалистов, где у вас в документах уставных или же не только уставных, вот других документов, что вы хотите добиться здесь в автономии? Нет у них. А в финал здесь башкирских выборов вышли 2 представителя центральных партий. Так ведь? Партии Шора, партии Дадона. И когда меня спрашивают в Кишиневе, что ваши гагаузы там делают, я к тому вопросу уже то, что вы сказали, я им начинаю аргументировать. Говорю, во-первых, это ваши партии. Если наши, ваши, они же меня спрашивают, что ваши гагаузы. Я говорю, во-первых, это партии центральные. Там индивидуально выдвигались здесь, когда выборы, достаточно люди авторитетные, но они не прошли. Потому что того ресурса, что и денежный, и организационный, и индивидуально ни у кого нету и не может быть. Поэтому
эти выборы и выборы в Народное собрание должны по другим правилам проходить. И мы давно говорили, и при формзале еще пытались какие-то так мифические организовывать округа по изменению ситуации с выборами Народного собрания. Тогда возмущение поднялось, я согласен с Александром Григорьевичем, и эта тема свернулась уже с приходом власти Ирины Влах. А в Кишиневе мы, гагаузы, конечно, мы под определенным прессом находимся, потому что куда мы не соберемся, все, вопросы нам задают очень острые, очень конкретные, что приходится иногда даже говорить, что, уважаемые дорогие, а когда в Аргееве Шор уже сколько там, 4 или сколько, 8 лет правил в Таракли. Почему такие острые вопросы не ставились перед обществом? Я дальше даже спрашиваю, говорю, а когда это уже вопрос ближе к руководству, я говорю, когда во главе или в руководстве фирмы Шора в Кишиневе были первые лица и Генеральной прокуратуры, и МВД, и СИБа, ничего. А вот сейчас остаются крайними гагаузы. То есть я пытаюсь, чтобы было отношение, связанное с этим феноменом, который Шор, чтобы он распределялся равномерно по отношению ко всем. Но, увы, здесь сработало, что если эти заявления, я считаю, что достаточно абсолютно незрелые заявления не звучали, надо отдать должное, не звучали там в Таракли, не бил себя в грудь, что уважаемый Илон Миронович, спасибо, целую и так далее. И не звучало это и в Аргееве. А здесь у нас в последнее время чуть-чуть уменьшилось, а так это позорное представление, будем так говорить, исполкома с экрана, это мне было очень стыдно. Я тогда целых, не знаю, наверное, неделю я не говорил на эту тему ни с кем, потому что мне было очень стыдно. Вот это все накапливалось, и оно рождает то, что центр, и самое опасное, что население не Гагаузии начинает тоже особо относиться к нам, гагаузам. А гагаузы Кишинева, вот под руководством новой организации Гагаузы-ИВИ, где Роман Калак и другие, вот мы организовали там курсы гагаузского языка, и наши гагаузы проявили такой интерес к гагаузскому языку там, в Кишиневе, что я уже думаю, что как здесь будем, потому что когда мы, кто здесь, у вас в студии, по-моему, Пашала, или кто сказал начальное образование перевести на гагаузский язык, там, и он не только это говорил, такой шквал на него критики обрушился. Но, наверное, надо уезжать что-то из Гагаузии, чтобы понимать, что надо гагаузский язык изучался. Вот в Кишиневе я просто с удовольствием присутствовал на открытии этих курсов. И более того, и свою внучку отвел туда. Поэтому я думаю, что это опять заложено в внутренний... На сегодняшний день, скажите, новый исполком. Что? Да, он думает, как и Кагульский исполком, он думает о каких-то экономических вопросах. А вот тех пилонах, как так называемых развитии Гагаузии, у них есть программа? Вот на каждое министерство в правительстве Республики Молдова возложена обязанность выработка политик внутренних. Здесь, когда управление какое-то вырабатывает политику, вот управление образования, какая выработка политики у него, то есть какие политика применительно к
Гагаузии, да, управление другое и так далее и тому подобное. Это должно быть в обязанности этих управлений. А они, ну, по крайней мере, при Формузале мы под его конец вашханства мы почти его уговорили, вот, а потом, когда пришла другая власть, Ирина Влах, тогда полностью свернули этот вопрос и сконцентрировались только на... Извините. Вот завершая нашу программу и дискуссию, Александр Григорьевич, к сожалению, как бы время в интернете не так идет, как Да, по конечно. телевидению. Если подытожить, вот, что бы вы могли сказать в завершении для того, чтобы ну, оно отражало и ваше мнение, и какое-то мнение, что может произойти в ближайшем будущем, или как должен себя повести гагаузский народ или гагаузские политики для того, чтобы, наконец, попробовать изменить сложившуюся ситуацию? Ну, во-первых, нам надо стать самокритичными и начинать себя и искать возможности улучшения каждого из нас для того, чтобы решать те проблемы, которые накопились. Второе, нам надо быть более смелыми в эволюционировании нашего законодательства, в том числе ключевых законов на национальном уровне, закон об особом правовом статусе Гагаузии, на уровне автономии, уложения, потому что за 3 десятилетия мир очень меняется, и эти законы морально, ну, я не хочу каких-то неприятных слов применять, но они требуют актуализации, и чтобы мы поменяли вот ту парадигму, которая была заложена и была актуальна 29 лет назад. Следующее, вот то, что Республика Молдова начала процесс переговоров, да, о вступлении в Европейский Союз, но на самом деле здесь очень много возможностей, потому что многие из тех 35 разделов, они напрямую будут связаны с национальными меньшинствами, в том числе и с Гагаузией. И эти преимущества нам нужно использовать, просто нужно проявить грамотность, профессионализм и убрать эти политические клише, потому что нашим политикам пора уже перестать пугать людей европейской интеграции, потому что в любом государстве, которое стремится в европейское сообщество, последняя точка — это референдум среди населения. Вот вы, пожалуйста, я сейчас и к себе обращаюсь, гагаузские власти, вы объясняете преимущества или, наоборот, вызовы Европейского Союза, только без применения вот этих клише каких-то. И люди сами определятся, когда они придут и будут голосовать. Европейское будущее — это будущее в том числе для Гагаузии, для нашей страны, или наоборот мы остаемся в том статусе, который есть. То есть, что я хотел, когда подытожить, вы попросили, чтобы мы были более профессиональными, более ответственными, менее политизировали это общество и меньше его обманывали. Николай Петрович, ваше Да, заключение? мое тоже заключительное такого же направления, как вот и прозвучало только что. Мы не должны бояться европейской интеграции или сопротивляться и так далее. Мы должны изучить, вот какова там ситуация. Вот мы никому не говорим, что сегодня Франция, не базируясь на исторических уже существующих автономиях, она практически дает Корсике автономии. Я беседовал с итальянскими, с Тироля. Они мне, я могу это сказать уже не в официальной обстановке, они мне говорили: Николай, вот мы с 1946 года имеем автономию, вот только когда мы постоянно боролись с центром, это такая объективная реальность. Только когда вступили в Евросоюз, мы почувствовали, что такое автономия. Поэтому надо разъяснять народу. И тут я бы сказал, что не дорабатывает наши средства массовой информации тоже в том числе. Поэтому вот эти вопросы должны быть во главе угла и депутатов Народного собрания, и исполкома, возвращаясь к тому, что я уже сказал. Ну а мы должны, интеллигенция должны все-таки работать постепенно над национальной идеей, которая бы нас, не только гагаузов, здесь объединила бы. И у меня есть, я готовился послать свое послание съезду всех уровней. У меня вот то, что я чуть раньше озвучил, и есть целый
целый документ практически, на чем можно было бы сплотить наше общество. И, увы, съезд принесли. Я уже думаю, может быть, какую-то другую площадку придумать из общественных, активных деятелей, потому что я вижу, что здесь есть такие высказывания, сходные с моей. Оно разрозненное. Поэтому последнее предложение. Я, конечно, еще раз призываю не делать трагедию из того, что сложная сегодня общественно-политическая обстановка. Не надо в центре, мы же только, если отслеживать ситуацию, президент что, и не только президент, они что сказали? Вот идут финансирование с Евросоюза, будем давать тем примарам, которые нас, как говорится, только поддерживают. То есть не только гагаузов требования какие-то, есть и в центре сегодня такая власть. Мы должны это учесть и работать на благо автономии. Я поздравляю всех с наступающей годовщиной гагаузской автономии. Я оптимист, я верю, что мы все преодолеем. Я благодарю вас за сегодня, что вы приняли наше приглашение, за ваши мысли. Ну, возможно, что, может быть, некоторым из политиков Гагаузии они не совсем придутся по душе, но в любом случае любое мнение имеет право на то, чтобы быть озвученным и, в общем-то, вести дискуссию. Это мое мнение. Улучшить сложившуюся ситуацию. Я напомню вам, что вы смотрели программу Love Zone на информационном портале LoveMD. Сегодня нашими гостями в студии были заместитель председателя Народного собрания автономии Александр Тарнавский и председатель общины, Гагаузской общины Республики Молдова Николай Терзи. Сегодня мы говорили о том, к чему пришла Гагаузия за 29 лет со дня принятия закона об особо-правовом статусе автономии. И еще раз напомню вам, чтобы вы не забывали подписываться на наши платформы в социальных сетях.